При поддержке группы ВКонтакте «Интересные факты». Вторая мировая война за несколько лет унесла жизни более 40 миллионов людей, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. Представляем вашему вниманию всю хронологию Второй мировой войны за 12 минут. 1939 год. Август. Нацистская Германия и Советский Союз подписывают пакт о ненападении и секретное приложение к нему, по которому Европа разделяется на сферы влияния. Сентябрь. Германия вторгается в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе. Выполняя свои обязательства перед Польшей, Великобритания и Франция объявляют войну Германии. Советский Союз вторгается в Польшу с востока. Сдается Варшава. Польское правительство отправляется в изгнание через Румынию. Германия и Советский Союз делят Польшу между собой. Ноябрь. Советский Союз нападает на Финляндию, развязав так называемую Зимнюю войну. Финны просят о перемирии и вынуждены уступить Советскому Союзу Карельский перешеек и северный берег Ладожского озера. 1940 год. Апрель. Германия вторгается в Данию и Норвегию. Дания сдается в день нападения. Норвегия сопротивляется до 9 июня. Май. Германия вторгается в Западную Европу, Францию и нейтральные страны Бенилюкса. Люксембург оккупирован 10 мая. Нидерланды сдаются 14 мая. Бельгия 28 мая. Июнь. Италия вступает в войну. 21 июня Италия вторгается в Южную Францию. Франция подписывает соглашение о перемирии, согласно которому германские войска оккупируют северную часть страны и все Атлантическое побережье. В южной части Франции устанавливается коллаборационистский режим со столицей в городе Виши. А тем временем, июнь. С 14 по 18 июня Советский Союз оккупирует прибалтийские государства. 14-15 июля устраивает в каждом из них коммунистический переворот, а затем с 3 по 6 августа присоединяет их в качестве советских республик. Июнь. СССР принуждает Румынию уступить восточную часть Бессарабии и северную половину Буковины Советской Украине. Июль. Война в воздухе против Англии, известная как Битва за Британию, кончается поражением нацистской Германии. Август. Второй Венский арбитраж. Германия и Италия выносят решение разделить спорную Трансильванию между Румынией и Венгрией. Потери Северной Трансильвании приводят к тому, что румынский король Кароль II отрекается от престола в пользу своего сына Михая. А к власти приходит диктаторский режим генерала Иоанна Антонеску. Сентябрь. Итальянцы нападают на находящийся под контролем Британии Египет с территории Ливии, управляемой ими самими. Германия, Италия и Япония подписывают трехсторонний пакт. Октябрь. Италия вторгается в Грецию с территории Албании. Ноябрь. К германской коалиции присоединяются Словакия, Венгрия и Румыния. 1941 год. Февраль. Германия посылает в Северную Африку свой африканский корпус, чтобы поддержать нерешительно действующих итальянцев. Март. Болгария присоединяется к так называемой оси. Апрель. Германия, Италия, Венгрия и Болгария вторгаются в Югославию и разделяют ее. 17 апреля Югославия капитулирует. Германия и Болгария нападают на Грецию, помогая итальянцам. Греция прекращает сопротивление в начале июня 1941 года. Апрель. Лидеры террористического движения Усташи провозглашают так называемое независимое государство Хорватия. Немедленно признанное Германией и Италией, новое государство включает в себя также Боснию и Герцеговину. Хорватия официально присоединяется к государствам оси 15 июня 1941 года. Июнь. Нацистская Германия и ее союзники, за исключением Болгарии, нападают на Советский Союз. Финляндия, стремясь вернуть потерянные во время Зимней войны территории, присоединяется к оси непосредственно перед вторжением. Немцы быстро захватывают прибалтийские государства и уже к сентябрю, при поддержке присоединившихся финнов, осаждают Ленинград. На Центральном фронте германские войска в начале августа занимают Смоленск и к октябрю подходят к Москве. На юге германские и румынские войска в сентябре захватывают Киев, а в ноябре Ростов-на-Дону. Декабрь. Предпринятое Советским Союзом контрнаступление заставляет гитлеровцев в беспорядке отступить от Москвы. Япония бомбит Перл-Харбор. США объявляет войну Японии и вступает во Вторую мировую войну. Японские войска высаживаются на Филиппинах, во французском Индокитае, Вьетнам, Лаос и Камбоджа и в британском Сингапуре.
К апрелю 1942 года Филиппины, Индокитай и Сингапур оккупированы японцами. Нацистская Германия и ее союзники объявляют войну Соединенным Штатам. 1942 год. Май. Британцы бомбят Кёльн, таким образом впервые перенеся военные действия на территорию самой Германии. В последующие 3 года англо-американская авиация почти полностью разрушает крупные города Германии. Июнь. Британские и американские военно-морские силы останавливают продвижение японского флота в центральной части Тихого океана возле острова Мидуэй. Германия и ее союзники предпринимают новое наступление в Советском Союзе. Германские войска к середине сентября пробиваются к Сталинграду на Волге и вторгаются на Кавказ, предварительно захватив Крымский полуостров. Август. Американские войска останавливают продвижение японцев в сторону Австралии в битве на Гуадалканале, Соломоновы острова. Октябрь. Британская армия наносит поражение Германии и Италии в битве при Эль-Аламейне, принудив войска фашистского блока к беспорядочному отступлению через Ливию к восточной границе Туниса. Ноябрь. Американские и британские войска высаживаются в нескольких местах на побережье Алжира и Марокко во французской Северной Африке. Неудачная попытка вишистской французской армии помешать вторжению позволяет союзникам быстро достигнуть западной границы Туниса и приводит к тому, что 11 ноября Германия оккупирует Южную Францию. Советская армия контратакует, прорывает линии венгерских и румынских войск к северу и югу от Сталинграда и блокирует в городе германскую 6-ю армию. Остатки 6-й армии, которой Гитлер запретил отступать или пытаться вырваться из окружения, капитулируют 30 января и 2 февраля 1943 года. 1943 год. Май. Войска фашистского блока в Тунисе сдаются союзникам, заканчивая этим североафриканскую кампанию. Июль. Американские и британские войска высаживаются на Сицилии. К середине августа союзники берут Сицилию под свой контроль. Германские войска предпринимают массированную танковую атаку под Курском. Советская армия в течение недели отражает атаку, а затем переходит в наступление. Большой совет итальянской фашистской партии смещает Бенито Муссолини и поручает маршалу Пьетро Бадольо сформировать новое правительство. Сентябрь. Правительство Бадольо безоговорочно капитулирует перед союзниками. Германия немедленно захватывает контроль над Римом и Северной Италией, установив марионеточный режим во главе с Муссолини, освобожденным из заключения германским диверсионным отрядом 12 сентября. Союзные войска высаживаются на побережье Салерно возле Неаполя. Ноябрь. Советская армия освобождает Киев. 1944 год. Январь. Союзные войска успешно высаживаются возле Анцио, чуть южнее Рима. Март. Предупреждая намерение Венгрии выйти из коалиции оси, Германия оккупирует Венгрию и заставляет ее правителя, адмирала Миклоша Хорти, назначить прогерманского премьер-министра. Июнь. Союзные войска освобождают Рим. Англо-американские бомбардировщики впервые поражают цели, расположенные в Восточной Германии. Это продолжается 6 недель. Британские и американские войска успешно высаживаются на побережье Нормандии, открыв второй фронт против Германии. Советские войска начинают массированное наступление в Белоруссии, уничтожив германскую армию группы «Центр», и к 1 августа направляются на запад, к Висле и Варшаве. Июль. Англо-американская армия прорывается с плацдарма в Нормандии и движется на восток по направлению к Парижу. Август. Польская антикоммунистическая армия Краева поднимает восстание против германского режима, пытаясь освободить Варшаву до подхода советских войск. Продвижение советской армии приостанавливается на восточном берегу Вислы. 5 октября остатки сражавшейся в Варшаве армии Краевы сдаются немцам. Союзные войска высаживаются в Южной Франции недалеко от Ниццы и быстро движутся на северо-восток к Рейну. Союзные войска достигают Парижа. 25 августа французская свободная армия при поддержке союзных войск вступает в Париж. К сентябрю союзники достигают германской границы. К декабрю практически вся Франция, большая часть Бельгии и часть Южных Нидерландов освобождены. Появление советской армии на реке Прут пробуждает румынскую оппозицию свергнуть режим Антонеску. Новое правительство заключает перемирие и незамедлительно переходит на сторону союзников.
Такой поворот румынской политики заставляет Болгарию сдаться 8 сентября, а Германию покинуть территорию Греции, Албании и Южной Югославии в октябре. Подпольные отряды словакского сопротивления под руководством Словакского национального совета, в который входят как коммунисты, так и антикоммунисты, поднимают восстание против германских властей и местного фашистского режима. 27 октября немцы захватывают город Банска-Бистрица, где находится штаб восставших, и подавляют организованное сопротивление. Сентябрь. Финляндия заключает перемирие с Советским Союзом и выходит из коалиции оси. Октябрь. Американские войска высаживаются на Филиппинах. Венгерская фашистская партия «Скрещенные стрелы» совершает прогерманский государственный переворот, чтобы помешать венгерскому правительству начать с Советским Союзом переговоры о капитуляции. Декабрь. Германия предпринимает на Западном фронте последнее наступление, известное как Арденнское сражение, пытаясь отвоевать Бельгию и разделить силы союзников, размещенные вдоль германской границы. К 1 января 1945 года немцы вынуждены отступить. 1945 год. Январь. Советская армия предпринимает новое наступление. В январе освобождает Варшаву и Краков. 13 февраля после двухмесячной осады захватывает Будапешт. В начале апреля выгоняет из Венгрии немцев и венгерских коллаборационистов. Взяв 4 апреля Братиславу, заставляет капитулировать Словакию. 13 апреля вступает в Вену. Март. Американские войска пересекают Рейн под Ремагеном. Апрель. Советские войска переходят в решающее наступление, окружив Берлин. Партизанские отряды под руководством лидера югославских коммунистов Иосифа Броз Тито захватывают Загреб и свергают режим Усташей. Руководители партии Усташей бегут в Италию и в Австрию. Гитлер совершает самоубийство. Май. Германия капитулирует перед западными союзниками. 9 мая 1945 года. Германия капитулирует перед Советским Союзом. Союзные войска захватывают Окинаву, последний остров на пути к японскому архипелагу. Август. Соединенные Штаты сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму. Советский Союз объявляет войну Японии и вторгается в Маньчжурию. Соединенные Штаты сбрасывают атомную бомбу на Нагасаки. 2 сентября 1945 года. Япония, согласившаяся на условия безоговорочной капитуляции еще 14 августа 1945 года, официально капитулирует, тем самым поставив точку во Второй мировой войне. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на наш канал и заходите в нашу группу ВКонтакте.